Александр Степанович сюда не может вести людей. Это было бы вельми... Мы приглашаем вас туда, на конструктивный диалог. А почему не здесь провести его? Потому что есть определенные места. Ну там... Здесь жарко. Почему жарко? А там Мы приглашаем вас на встречу, мы ждем вас. И мы вас ждем. А куда навстречу? Извините. В зал, в профсоюз. Тут ці пасля 13 гадзін у залі. Олександр Степанович Рахашук, калі вы глядзіце стрым, Хутка мы да вас прыйдзем. вам асабісты привет. Дзякую, што вы гатовы да размовы з людзьмі. То, што улады паз'язджалі з катушак, нічога не робяць, народ нішчае, цэны растуць. Ось, і што будуюць вытворчасці небяспечнае. Беда коснулась шмат семей. Я ведаю шмат людей, якія абражаны на ўладу, на іх рашэнні несправядлівыя суды, на аджым маёмасці, на ввогуле там гвалт, на пабоі, то бок. Вы думаете, что это провокация? Не, как первый никто выкинул. И теперь, в настоящий момент, наступает время истины. Вы понимаете, в чем дело? Что наступает время истины. Я понимаю вашу настороженность. Значит, я вам обещаю. Это не настороженность, это опасения, подтвержденные на ваших фактических документах, внутренних. Это не просто мои измышления. У вас факт налицо. Ну, давайте так. Давайте в этой ситуации, значит, рассуждать так. Первое. Я должен сегодня же донести до губернатора, как ответственного руководителя области, вашу позицию. Это немедленное закрытие завода и выход с этого позорного состояния под названием «Пуска на лавках», который заявлен в Конституции. Я правильно сказал? Вторая тема – это максимальная гласность, максимальная открытость при приемке этого завода, не приемке и что дальше будет там. Это должно быть тоже максимально открыто. Третья тема. Во что можно потом, каким образом перепрофилировать и если... Банан. Так вот, послушайте вы меня. Я тоже так, как и вы думаете, но я хочу сделать так, чтобы все было у нас правильно. Чтобы было все по закону, вы понимаете? Не эмоциями, не болтовней, а по закону. Вы сказали, что все будет максимально открыто для общественности. Обнародуйте результаты анализов и объясните, почему лаборанты, которые их делали, были в костюмах защиты. Они понимали, какой опасности они подвергаются. Анализы с этой трубы, результаты зашкалили, они были в защите. Вы обнародуйте результаты, в котором говорится в этом письме. Обнародуйте, пускай люди знают, какой опасности они подвергаются, действительно опасности. И нужно сейчас детей на улицу не выпускать и проверить все огороды, что там творится. Вот пускай понимают и знают. Это до среды нужно сделать. Значит, вот эту группу, которая пойдет к губернатору, если кто-то ей желает, вот сейчас буквально, давайте вы вместе продумаем. Или Роман Николаевич. Договорились? И по итогам встречи у губернатора, давайте в следующее воскресенье Демьян нам там микрофон, и он расскажет здесь, как ситуация будет. Демьян Алексеевич, как вы прокомментите эту ситуацию? Начало конца.